кризисом. Поэтому я еще раз поздравляю себя и всех нас с Международным женским днем. С праздником нас, дорогие женщины! И поскольку наш отчетный концерт нашего театра вот практически совпал с этой праздничной датой, то мы подготовили для вас такую музыкальную открытку, которую я сейчас и подключу. Пожалуйста, свет выключите на экране. Учимся, как мы умеем, совсем хорошо, да. Главное, все работало, пока мы здесь Вы проходите за столом семьи людей. Вы проходите славу женщине моей. Вы проходите славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Мы земных и вовсе к черту сказки о богах. Просто мы на крыльях носим то, что носит на руках. Просто мы на крыльях носим то, что носит на руках. Просто нужно очень верить этим синим маякам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к нам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к нам. Не протянет, не пропойцы за столом семьи морей. Вы пропойцы славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Какие мы все красивые, какие мы все харизматичные. И не только 8 марта. Эти фотографии я выбрала на нашем сайте на Твиттере за последние, наверное, 1,5 года. То есть вот это было буквально совсем недавно. Мы такие были, и мы такие и есть. С праздником нашей дорогие женщины. Ну, а дальше я перехожу, собственно, к отчетной части нашего мероприятия. И скажу, наверное, немного вам о том, что вы, возможно, сами еще не прочувствовали. Наш театр в этом году очень сильно отличается, поменялось. Наш театр в этом году, наш набор театральный, очень сильно отличается от наших прежних лет. У нас как никогда 2 преподавателя. Кто такой дилетант, как я, с нами еще работает профессиональный человек, Оксана Плюшев, которая и актриса, и режиссер. И мы очень благодарны ей за все то, что она нам принесла, за всю театральную науку, которую иначе мы просто бы не знали, где делать эту информацию. У нас, как никогда, больше 27 студентов. Причем пришли люди, ну, в принципе, как и во всех наших группах,
пришли люди, которые никогда раньше не принимали участие в театральных, наверное, кружках. Очень часто. То есть где-то у каждого из нас это где-то в душе зрело. И наконец, когда мы оказались на пенсии и пришли в вызовы, это получило какой-то выход наружу. Вот. Мы танцуем, мы поем, к нам пришли участники хора, к нам пришли в театр участники нашей деволотины, к нам пришли наши поэтессы самодеятельные, поэтому у нас так много возможностей, у нас так много желаний, мы все, что мы можем, стараемся сделать и вот подготовили, чтобы вам показать. Ну и первая часть нашего концерта, это будет часть поэтическая, лирическая. Пожалуйста, мы начинаем. Валерий. Добрый день, наши дорогие студентки, спортсменки, танцорки, актрисы, певуки и просто обаятельные красавицы. С праздником вас! Поздравляю от имени нашего мужской части студенчества. Дай Бог вам здоровья и цвести, и пахнуть долгие годы. Женщина, ты книга среди книг, ты свернутый, запечатленный свиток, в твоих строках дум и слов избыток, в твоих листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток, он жжет огнем едва в уста проник, и пьющий пламя подавляет крик, и славословит бешено сквозь пыток. Ты женщина, и этим ты права. Из века убрана короной звездной, и в наших безднах образ божества. Мы для тебя плетем ярем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Какое счастье, что я просто женщина. Я бабушка, я мать, жена и дочь. Моя душа с любовью венчана, и я готова каждому помочь. Какое счастье, что могу быть сильною, перенести все тягости судьбы. Могу быть яркой, заводной и стильною, а иногда спокойной, слабой быть. Какое счастье, что могу расслабиться, кокетничать в капризах, сморщив нос. Могу любить и ненавидеть, нравиться, порой быть упрямую до слез. Какое счастье! Не дал Бог мне зависти, непривередливо, не помню зла, ценю добро и маленькие радости. Обиду пересилить я смогла. Какое счастье, что во мне намешано любовь и ревность, нежность, идеал. И пусть лишь из ребра Бог создал женщину, а она всегда начало всех начал. Спасибо Надежде и Валерию. Вот замечательная, любящая, счастливая пара, правда? Всем вы дальше. А сейчас я даю слово нашим поэтессам. Вы многие знаете, кое-кто у нас появился в этом году впервые. Вот Надежда сказала, какое счастье, что я женщина. А сейчас мы послушаем, что думает каждая из них о своем женском счастье, и так ли это однозначно. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, может мне микрофоном пользоваться? А? Нет, я могу просто говорить. Поздравляю вас с прошедшим праздником. Вот в честь этого, не только в честь этого праздника, а наблюдая за событиями
жизненными, я написала 2 стихотворения, которые хочу сейчас прочитать вам. Что случилось, незнакомка? Почему застывший взгляд? Руки держат сумку робко и о многом говорят. О работе и о быте. Муж, отец 2 детей загулял и в перепитии сделал ручкой им и ей. А она, бурлак на Волге, тянет все который год, перешив страну и болтает все, как будто чудо ждет. На работе не начальник, по природе не вожак, и стомилась от вопроса, что ж я делаю не так? Ты не так посуду моешь и вообще не так живешь, потому что от кого-то постоянно чудо ждешь. Ты сама сплошное чудо, ты сама цветок в горах. Если ты себя полюбишь, то другие скажут «Ах!». Не помогут тут слова. Если ты захочешь чудо, сотвори сама. Быть настоящей женщиной непросто. Ответственность лежит на ней большая. Мужчину повести по звездам и для 2 открыть ворота рая. Вы скажете, что все так это трудно, и рай так просто в руки не дается. Она ответит вам, какой вы нудный, и уголками губ лишь улыбнется. И для такой вот женщины мужчина разрушит горы, повернет реки, и есть тому всего одна причина — любовь, которая связала их навеки. Какую б цену жизнь не запросила, они опорой будут друг для друга. Он покорит ее мужской силой, она его несокрушимой силой духа. Дорогие девушки, только так. С праздником всех вас. У каждой из нас есть какие-то мечты, задумки, которые и исполнились, и, может, еще и не исполнились. Есть большой, очень интересный опыт, который может нравиться и продолжаться. Ну и другой, конечно же, для контраста. Я вот готовила одни стихи, а сейчас что мне захотелось похулигать. Похулигать. Я люблю природу. Я люблю мечтать. Я люблю стихи писать. И немного чуть-чуть. У меня есть подруга давняя, она тоже любительница природы и более того. Вот жаль, что ее сегодня нет здесь, но иногда она приходит. И в ее, так скажем, честь в дополнение ко всем вам я хочу прочесть стишок. Подругу мою зовут Лариса. Лариса. Ты тащила меня в болото. Убиралась я очень долго, но потом перещелкнуло что-то, и мое отпирательство смолкло. Я сдалась. Ты так сочно, красоты, спелых ягод живописала, что меня потянуло в болото. Это вам никуда попало. Первый раз. Боже мой, вот ужас.
я ступила на тонкий берег. Кладка тоненькая все уже, и в багульнике след потерян. По глазам хлещут ветки, жарко, в сапогах зачавкало что-то. Ну, Лариса, с твоим подарком мне и ягод уж неохота. Но когда вскоре все плохое, ура, кончается. Вот поляна, брусники, море, неподкупной природной таинства. И как пчелки, трудяги, вечные, все же живы над той опушкой. Собирай ведро до вечера и, конечно, немножко в брюшко. Выползают назад в полуприседе. Посмотреть на нас ухохочешься. Про себя размышляю. Мне сюда никогда уже не захочется. День-другой гордимся успехами, отдыхаем, чистим перышки. Вдруг Лариса звонит: поехали! И опять мы в экстриме по уши. Но теперь мы болотные дамы, а точнее болотные нимфы. Никакие бревна и ямы нам не будет ни кровь, ни лимфы. Марина. Про то, как мы творим себя и мир вокруг. Ты сотвори в себе мелодию любви. Она берется бросить на худо. Чудес на свете много. Это чудо в тебе живет. Лишь только позови. Ты сотвори в себе мелодию добра. О нем не говори. Добро творится тайно. И вот к тебе, как будто бы случайно, придет в ответ счастливая пора. Ты сотвори в себе и веру в чудеса. Они же не замедлят пройти. Волшебная сила полная жар птица летит к тебе, покинув небеса. Ты сотвори в себе прекрасную мечту о мире без несчастья и страданий. И свет твоих возвышенных желаний прольет на землю мир и красоту. Здравствуйте. Я слушаю девочек, я их много раз уже слышала. И каждый раз думаю, мне не хватает духу вот выйти, встать и что-то прочесть. Иногда я пишу стихи и оставляю их себе. Потом иногда читаю и думаю, ну хорошо, что никто этого не слышал. А в этот раз вот подумала, мне хочется, чтобы вы услышали то, что я прочту. Ну, не судите строго, где-то даже буду подсматривать, если что. Что сказать, не знаю, сама не понимаю, но очень хочется. Пусть будет. Оно приятное, сердце студит. Название сложно подобрать тому, что глазом не видать. Но в воздухе оно витает и от меня не улетает. Оно волнение вызывает,
тревожит, сердце замирает. И хочется смеяться, кружить и улыбаться. Его не отпускать, поймать и удержать. Признаться все-таки придется. Что ж надо мною так смеется? Что заставляет рано встать, а ночью при луне мечтать? Кружит в любовном хороводе меня весенняя капель. То трели соловей выводит, то с крыши капает капель. Весна, весна, ты как всегда, прекрасна, девственна, чиста. Настоящий украинец. Второе стихотворение, оно возникло не столь давно, но я сама не родна, хотя здесь уже 40 лет живу, и зачастую получаю приветы со своей родины. Естественно, как? По телефону. У всех есть телефоны. Мы предполагаем, что мы ими пользуемся и зачастую получаем смс-ки. Все было так прекрасно, так легко. Все было замечательно красиво. С утра и до обеда. Вот оно, что делает нас праздничным, счастливым. Оно нам греет душу. Просто так. Оно сначала и названия не имеет. Ну что такого? СМС, пустяк. Об этом знают все, кто телефон имеет. Но постепенно, потом мы начинаем понимать, не просто пишутся слова, они нас за душу цепляют. И то, что было легким, эфемерным, не поймать, реальным смыслом обрастает. И покопавшись в глубине своей души, мы вдруг даем ему название. Ведь это просто в СМС-ках к нам спешит другой души послание. Еще один дебют в выступлении, в чтении своих собственных стихов, но и дебют вообще у меня здесь вызывает первый год. Вот. Вы знаете, 8 марта это и женщина это одно целое, да? А женщина это любовь, это тоже неразделимое понятие. Поэтому я попробую немножко что-то вернуть вас в юность, вернуть в то, что было когда-то с каждым из нас, правда? Васильков небесная рось, рожь от ветра вдруг заснобил. Мы любили и просим. Просто нам хорошо вместе было. Журавлиную песню в небе, стук колес под откос уносит. Мы любви у лета не просим, вместе нам замечательно было. За окном поля полустанки, я тебя почти позабыл. Мы любви у лета не просим. Ой, как хорошо вместе было. Подожди, не спеши, останься. Закружись в уходящем вальсе. Как хорошо вместе было. Лето нас само полюбило.
Подайте мне взгляд, разожгите в душе огонь. Ведь любовь — это так прекрасно. Пусть звездой возьмет. Она будет в ночи мне светом и согреет в минуты грусти. Никому не скажем об этом. Никого мы к себе не пустим. Будет счастье над нами кружиться, будет вихрем срывать седину. Ах, любовь, белокрылая птица, я всем сердцем тебя приму. Вы представляете, и это еще не все наши поэтессы выступили. Впереди у нас еще будет, мы даже подумывали о том, не сделать ли когда-нибудь вот отдельно такую литературную поэтическую гостиницу, где мы все, что можем, все вам покажем, почитаем от души. Надеюсь, всем понравилось. Дорогие мои, мы женщины, и поэтому у нас праздник должен быть каждый день. С весной вас, с любовью, с наилучшими пожеланиями и уважением с каждой из вас. Я не пишу стихи, но я вам спою. Что весны, что
шлях з вачэй знікае, я тая, што цябе з усіх вятроў чакае, як град шалёна б'е, нібыта травы косіць, я тая, што у цябе палёгкі не папросіць. Будут весны и пролески, будет радость и туга, отцветет весна узлеску, побежит за синегай. И хвоёву иглицей отзвенится лето звон, только мне не повторится, а лето не весной. Только думок самых ширых, светлый шлях мне пожадали. Завтра будет гулки вырой и бесхмарный небокрай. Будет лето с навальницей, и веселка над рекой. Только мне не повторится, а лето не зимой. Позови, там заблудимся у хмельных травах. Починается все с любви, нават самое простое ява. И тады душой не крыви, на дорозе широкой нашей починается все с любви. Перший поспех и першая кровь. Приручаются соловьи, изменяются краявиды. Починается все с любви, нават ненависть и обида. Ты поклич меня, позови, 100 дорог за моими плячима. Починается все з любви, а инакш и жить немагчыма. Большому нашему сожалению, наша преподавательница, которая, собственно, и занималась нашими студентами постановкой голоса, развитием дикции, благодаря чему вот эти стихотворения так хорошо сейчас прозвучали. Оксана Климовна этим занималась нашей группой. Вот, к большому сожалению, она сегодня очень занята и не смогла здесь присутствовать. Большое ей спасибо. Я, как человек технической жилки, честно говоря, мне никогда в голову не пришло с нашим коллективом, с нашим возрастным коллективом учить такие стихи. И мы бы все очень много знали. Спасибо большое еще раз Оксане. Спасибо на это. И как много мы услышали новых нюансов, как много мы узнали про наших коллег, про наших студенток. Но в процессе работы над разными стихотворениями, особенно это касается русских стихотворений, нам, к сожалению, не все не все его хорошо понимают. Вот мы столкнулись с такой ситуацией, что трудно идут для озвучивания, для выразительного чтения, трудно идут на русский стихи. И с одним стихотворением настолько все было сложно, что в конце концов оно у нас из чисто задуманной декламации стихотворения, оно у нас превратилось в такой своеобразный театрализованный номер. И сейчас мы вам покажем этот номер, не судите строго, что получилось, то получилось. Значит, этот наш номер называется, это миниатюра, называется «Открытый урок в театральной студии Университета Золотого века». Дорогие мои, преподавательница этого курса. Сегодня у нас пробный открытый урок. Мы никогда такого еще не практиковали. Мои господа студенты, кажется, сегодня все пришли.
А вы, господа зрители приглашенные, я вас очень попрошу, пожалуйста, слушайте тихо, не шумите. Наши юные студенты еще не очень привыкли к публике. Не мешайте нам, пожалуйста. Мы будем стараться. Итак, господа студенты, сегодня у нас практическое занятие. На прошлом занятии мы с вами рассматривали тему «Сложный литературный материал и как с ним работать». Литературный материал мы с вами изучили. Это стихотворение поэтессы Татьяны Сапуш. Название, к сожалению, я не помню. Я, наверное, не помню. Так, текст выучили все, я надеюсь. Повторять будем. Не будем повторять. Наши зрители услышат текст в процессе. Итак, сегодняшняя наша цель – научиться инсценировать такой сложный поэтический литературный материал. Сложный материал, я понимаю. Стихотворение это написано в виде монолога, женского монолога. Вас здесь много, и не только женщины и мужчины. Ну что ж, тем интереснее будет задание. Итак, ваше задание на сегодня – вспомнить текст. Он для нас будет сегодня сценарием. Придумать какую-то историю, придумать для себя роли, распределить их и сыграть нам то, что у вас получилось. Я слышу робот. Что такое? Какие могут быть проблемы для людей? Так. Что у нас на следующей неделе? Итак, стихотворение не повторяем, вы его помните. Приветствуется использование музыкальных фонограмм, материалов, тоже спецэффектов. И к вашим услугам есть даже некоторые реквизиты. Я даже вам помогу готовиться. Собственно, так, реквизит сама не скажет, нам приготовили, но тем интереснее. Итак, господа студенты, у вас 15 минут. Время пошло. Смотрите, какой у нас мужчина. Как вам наш мужчина? Я не узнаю вас в гриме. У вас все готово? Да. Хорошо. Музыка монограмма. Дайте, пожалуйста. Да, нужна будет. Пожалуйста. Так. Готовы? Да. Ставим фотографию.
Если цвение листью глянется, так закончится наша новелла. Не приходьте сюда ніколи, не приносите ни кветок, ни лёсток. Ваши словы мне в гук пустый. Мои очи вам черные вокны. Але некто зневеренный вернется и задивится. Все не так. Смуту, прострелить сердце. И скажите, куды я подену отяжелое тело неверцы? И я тебе Максима буду оглядать сусед. Дегорите свой легкий зедлик, ваше место ля фикуса злева, и гортайте шосопец скрыница. А коли залепят дверы, это вернется некто зневеренный, узгадайте старую роль. Это страшно. И дякуй Богу, повторять замученный текст. Коли 10 слепых глядач, Что ему до пустых окнам? Однажды это зачет автоматом. Хотя никогда этого не увидит. Зачем не можно сделать? Да, минуточку. Однозначно всем участникам сегодняшней тренировки зачет. Но, кого-то не хватает, я положу руку. Минуточку. Так, староста, зачетки собрали вам автоматом. Я вижу, у нас сегодня нет среди вас Валерия и Владимира. Значит так, передайте им. Они сдают зачет по расписанию. Нечего прогуливать. Заполню собой паузу, пока наши актеры подготовят сцену для следующей нашей номера. Я хотела показать кое-что на экране, но тут опять у нас собственно говоря, зачем я сейчас вышла? Не только для того, чтобы заполнить эту паузу, но еще и потому, что все-таки это наш отчетный концерт. И когда он уже был практически готов, номера все отрепетировали, мы вдруг поняли, что весь отчетный период у нас какой? С начала учебного года. И первый раз наши актеры, причем люди, которые только пришли в наш театр, совершенно новички, на День студента уже выступали. И вот я хотела показать вам, напомнить вам наше выступление в первом семестре. Во второй семестр мы с первенькими номерами поздравляем вас сегодня. А здесь, значит, вот, пожалуйста, помните? Да, помните. Да. Великолепно. Полина первый раз на вашей сцене была тогда. Так, у меня правильный путь? На компьютере переключается. Он ничего не переключает. Я просто пролистаю фотографии и напомню вам немножко, как это было. Здесь не только Марина, здесь еще Татьяна. Вот она с мультиками тоже новичок в нашем театре, которая замечательно просто блеснула в этом номере. Финальная сцена. Да, и Люда Кека также спела, и вышла, импровизация была практически. Так, что дальше?
Так, а дальше было поздравление юбиляров. И тоже наши студенты участвовали. Юрий Григоров, Валерий Денисевич. А потом у нас была колядная вечеринка, с которой тоже видео мы не нашли в сети, но хотя бы фотографии. Мы с Володей были ведущими. Ой, не виновата я, у меня на наши замечательные снежинки и зима, к сожалению, мы не нашли в сети записи этого их танца снежинок и зимы. Ой, цыганку нашу, Ирочку, которая тоже нарисована в нашем театре, Светлану вроде видно, танец ведьм тоже канул в лету на просторах интернета. А ну вот это и все. И сейчас покажу вам секретные материалы практически. Но это очень важно для... еще кое-что. Так, а еще у нас есть студента. Было первое наше выступление. Наше маленькое видео, хочу сказать, когда мы придумали для нашего театра это название «Театрик» или «Театр и компания», доводилось слышать такие замечания, что ну как-то все же театральные студии стараются как-то так красиво, возвышенно назвать себя. Знаете, это не про нас. Для нас главное, что мы компания. Для нас главное, что мы здесь самореализуемся, что мы получаем удовольствие от того, что мы работаем. Мы работаем коллективно, у нас нет диктатора, режиссера. Мы абсолютно свободны в своем выборе и абсолютно свободны в том, что мы делаем. Вот. Это прекрасно. Поэтому театрик был, театрик и будет. И сейчас я вам покажу наш театрик, последнее маленькое видео. Ну, как бы сказать, снятые практически скрытой камерой, за кулисами, когда мы от души веселимся просто. Камера вещает. Следующий номер нашей программы называется 9 марта утро.
Исполняют Марина и Юра. Сёма! Сёма! Какое сегодня число? Ты, другая. Марта. Ой, почему мне всегда 9 марта так плохо? Сёма! Кофе? А почему в нем нет коньяка? Запах не был. Что, закончился? И кто его выпил? Я? Не может этого быть. Не, ну ладно, ну нету. Так ты что, не мог 9 марта с утра принести жене любимый коньяк? Сёма. Как мне плохо, Сёма. А у Гриши только самогон. Даже Гришин, даже самогон. Слеза ангела, мечта идиота, но сколько? Ладно, давай свой кофе. Вкусно. Спасибо. Так. А теперь другой вопрос. Где ты был сегодня ночью? Студент? Тебя не было дома, я точно знаю, потому что я замерзла. Да. Я замерзла. И что? Ты хочешь сказать, что я храпела? А ты что делал? Ты пел мне песню? И что я? Я повернулась и скинула тебя с дивана. Да, наверное, последняя рюмка коньяка была лишней. И что ты пошел ночевать на кресло к Мурзику? Он не храпел? И Мурзик храпел? О, Господи, ты не спал всю ночь. Бедный ты мой, бедный. Иди, я тебя поцелую. Не бойся, иди, я только поцелую. На большее у меня нету сил. Как у меня болит голова. Как мне плохо. Хочется лимончик. С коньячком. Сёма, сходи к Семимарковне. У нее всегда. Стой! К Семимарковне пойду я. А ты пока убери здесь. Не подумаешь, мы с девочками немножко оторвались. Бывает. Ой, как мне плохо. Подружка, дорогая, я знала, что это 9 марта таки наступит. Сима, ты моя спасительница. Сегодня
проста. Сегодня женский праздник. Вчера был. Мужчинам маята. Жуют объедки детки, обед готовит лень. Ох, это Клара Цеткин. Ах, этот женский день. Как отбивать котлеты, чем заправлять салат. Мы мечемся ракетой к буфету и назад, как влезть на табуретку и головой опять. Ох, это Клара Цеткин. Ах, это женский день. Петицию в ЮНЕСКО пора мужьям подать. Мол, не готовы, дескать, мы целый день страдать. Уж не спасут таблетки, нам нужен бюллетень. Ох, это Клара Цеткин. Ах, этот женский день. Природа как взбесилась. Зимой цветы кругом. Ну где, скажи на милость, найдешь такой дурдом? Снега тряхнули ветки, зацвел в саду плетень. Ох, это Клара Цеткин. Ах, этот женский день. Эх, с горя, что ли, напиться, на чем поставить крест, курятики забиться на сутки под арест. Держит петух на сетке и гребень на бекрень. Ох, это Клара Цеткин. Ах, этот женский день. Наверное, смириться придется, мужики. Не надо материться и плакать от тоски. Пред вылазкой к соседке хоть тапочки надень. Ох, это Клара Цеткин. Ах, это женский день. А если уж серьезно, мы рады вам всегда. Вы дарите нам грезы, мы розы иногда. А сердце бьется в клетке, как загнанный олень. Ох, это Клара Цеткин. Ах, это Цеткин. Девочки, прошу. Так, только стоит хор феминисток имени мужского шовинизма. Кларе и Розе посвящается. Музыка Имры Кальмана, слова народные, слова женские. Музыку прошу. Ошибочка. Опять мужская фонограмма вылезла. Сейчас. Девочки, это не наш день. Лента порвалась. Так, спокойно. Девочки, спокойно. Мы справимся. Готовы? Готовы? Готовы. И... Раз, два, три, на нас смотри, не отрывая глаз. О себе любимых мы вам споем сейчас. Тем, что чистую душой на праздник нам пришел. Популярно объясним, кто тут слабый пол. Что касается мужчин, то, увы и ах, их разбили в пух и прах в профессиях. Ах, без женщин жить нельзя на свете нет. Женщина точит жизнь 40 лет. Женщина-адвокат и прокурор, там, где она всегда фурор.
красоты, ума, фигуры, увы, каблука. Раньше хор мужчин нам пел о нашей красоте. Нынче времена не те, и мужики не те. На земле весь род мужской нынче не такой. Риск пугает их и стресс, значит не прожить им без женщин жить нельзя на свете, нет. Не станцевать, не утвердить бюджет. В масштабах всей страны мужчинам гендер наравны. Жить без мужчин на свете можно? Да. Нет, с ними тоже можно. Ну, иногда. Ой, кажется, готова я в них влюбиться снова. Вот вам и матриархат. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Женщина праздник, женщина рассвет. Женщина мать твоих детей и чужих. Учу. Правимся светом женскою рукой и красотой женской логикой. Нам этот мир завещен так, что поверь, без женщин даже весна не придет. Заработало! Наш отчетный концерт праздник 8 марта закончен. Мы еще я скажу свои слова. Еще раз поздравляем вас с прошедшим праздником, желаем всего наилучшего и приглашаем на все наши следующие постановки. Но, так, секундочку, я вспомнила один раз. Когда вы будете расходиться, вы же знаете, что достаточно наших мероприятий, можно подойти к нашим девочкам и записать на видео отзыв о мероприятии. Если мы вам понравились, если вы считаете, что у нас театр такого, как вы видели, состояния, какой зритель с таким ударом идет правильным путем, об этом. Если это не то, что вы хотели бы, если вы хотите, чтобы мы с вами замахнулись на изъява наших эфирах, то расскажите об этом. Возможно, мы последуем вашим советам. Спасибо. Всего доброго. Мужчина, выйдите сюда. Для прощания. Надпись колес, как вы видите.
Так, вы нам можете подпевать, последние две строчки повторяются в каждом куплете, только последнее слово там надо угадать, если угадаете, по ритму. Мотив очень простой. На палубу вышел, сознание нет. Можете подпевать. Тянемся к вам, словно ветви сосны, что с небом как будто блесны. Придет день 8 календарной весны, мы все поголовно живиты. Когда рядом вы горизонты тесны, вселенная наша без края. Придет день 8 календарной весны, мы все как один самураи. Без вас же нам снятся тревожные сны, без вас нам и жить неохота. Придет день 8 календарной весны, мы все как один долгий ход. Когда с вами мы на тропинках лесных, волков не пугайтесь, матерых. Придет день 8 календарной весны, мы все как один мушкетеры. Безмерности вашей на ночи пресны, вот наши Джульетты Кармели. Придет день 8 календарной весны, мы все как одни джентльмены. И помыслы чистые, и взгляды ясны, и песни не все еще спеты. Придет день 8 календарной весны, мы все как колонна поэты. Так может сорваться с весны, так нет от любви видно спаса. Придет день 8 календарной весны, мы все как один глаз. Дорогие друзья, мы сегодня стали свидетелями отчетного выступления нашего курса, творческого курса. И я хочу от вашего имени поблагодарить за замечательное выступление прежде всего руководителя курса присутствующей еще одну руководительницу, поэтому Але цветок и ей тоже цветок. И всем нашим актерам, всем нашим актрисам сказать огромное спасибо за доставленное удовольствие и пожелать успехов. Я думаю, что УЗВ без театрикой компании сейчас уже не мыслим. Поэтому идите вперед, радуйте нас, а мы будем радоваться вместе с вами. Поэтому всем актерам, всем актрисам мы дарим еще. Спасибо, дорогие. Нам было легко и приятно работать для вас, готовить концерт. Ну, не совсем легко, но приятно это однозначно. И, опять же, в традициях наших обычных мероприятий в конце предлагается желающим выйти, свободный микрофон, да? Выйти что-то сказать. Если кто-то хочет выйти, кроме Ларисы, что-то сказать нам напутствие, нет, то нет. Но тогда хотя бы оставьте хоть кто-нибудь видеоотзывы. Нам это важно, нужно и для отчетности, и для того, чтобы мы знали, в каком направлении нам работать дальше. Спасибо.